Кто заступится за людей пред Аллахом? Любой человек, кто читает или читал Коран Карим с целью искренне понять его содержимое, будет невольно поражен обилием предупреждений этой последней книги Аллаха о предстоящем суде и будущей участи неуверовавших людей. Эта тема красной нитью проходит через весь Коран. Вот, например, в суре Аль-Бакара Корана имеется такой аят, говорящий об этом. «Бойтесь того дня, когда вы все вернетесь к Аллаху, и каждая душа получит сполна за то, что приобрела она себе, из добра или зла, и ни одна из них не будет обижена». Коран Карим очень много уделяет внимания предстоящему суду, на котором всякий человек, живущий на земле, будет призван Аллахом для ответа пред ним о том, как он жил на земле. И, честно говоря, перспектива эта не самая радужная. Почему? Потому что мы все знаем, что у каждого из нас есть что-то в жизни, что нам не очень-то хочется вспоминать, то есть наши не самые благовидные поступки. Это еще полбеды. Аллах, будучи всевидящим и всезнающим Творцом, видит и слышит не только наши поступки, но и слова и мысли. Даже если мы ничего такого предосудительного не совершили, нет на земле человека, который никогда не подумал бы или не сказал бы в сердцах чего-нибудь плохого. А ведь Аллах все это видит и слышит. Таким образом, на всей земле не найдется ни одного человека, который смог бы смело стоять на суде Аллаха и сказать: «Я святой пред тобой, я не совершил ни одного плохого поступка», будучи в своем уме, конечно. И поэтому Коран Карим очень серьезно предупреждает нас, что каждому из нас придется держать ответ пред святым Аллахом за всю нашу жизнь. Если она окажется ему неугодной, людей ждут тяжкие последствия, к тому же длящиеся вечно. Вот как сура Корана Аль-Бакара говорит об этом. Те, которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями огня. Они пребудут там вечно. Что же нам делать? Кто нам может помочь? В Коран Кариме есть несколько интересных аятов, которые говорят нам о том, что выход из нашего тупикового положения есть. Если мы сами не можем ответить за свои грехи пред Аллахом, может, найдется такой человек, который сможет заступиться за нас пред святым Аллахом. Но сначала предлагаю определиться, кто не сможет это сделать, чтобы потом понять, кто сможет это сделать. Сура Корана Аль-Бакара говорит об этом так. «И бойтесь дня страшного суда, дня воскресения, когда ни одна душа не возместит за другую душу, и не будет принято от нее заступничество за другую душу, и не будет принят выкуп в оплату за грехи. Никто не сможет защитить другого от наказания за его грехи». Этот аят Корана ясно говорит, что на земле нет такого человека, который сможет заступиться за другого человека на суде Аллаха по своей инициативе. Это подтверждается и в книге Забур, данной до Корана. Никто не в силах искупить брата или дать Всевышнему Аллаху выкуп за его жизнь. Выкуп за жизнь велик, не найдется платы такой. Но в Коран Кариме есть несколько других аятов, которые допускают возможность заступиться пред Аллахом с его позволения. Например, в той же суре Аль-Бакара мы читаем следующее. «Аллах, нет божества кроме Него. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться пред Ним без Его дозволения?» Некоторые люди говорят, что таким заступником является пророк Мухаммед, мир ему. Но давайте посмотрим, что Коран говорит об этом. В суре Аль-Ахкаф говорится следующее. Это Аллах обращается к пророку Мухаммеду, мир ему. «Скажи, я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами». Этот аят Корана ясно говорит, что пророк Мухаммед, мир ему, не знал, что произойдет с ним и с его последователями после его смерти, то есть в будущем, на суде у Аллаха. Если пророк Мухаммед, мир ему, мог бы за нас заступиться пред Аллахом, как тогда он говорит, что не знает, что произойдет с ним самим и его последователями? Тот, кто заступается за других, должен быть уверен в том, что его-то Аллах уж точно примет. Иначе как он может заступаться за других? Отсюда видно, что Аллах не наделил пророка Мухаммеда, мир ему, миссией заступничества на суде. Кто же тогда сможет заступаться за людей пред Аллахом с его позволения? Чтобы понять это, определим минимальный набор требований, наличие которых позволит кому-либо обладать такой высокой миссией. Эти требования должны исходить из известных нам качеств самого Создателя Аллаха, не так ли? Например, одним из главных качеств Создателя Аллаха является абсолютная святость. Отсюда следует, что тот, кто сможет заступаться за других, должен быть, во-первых, чистым пред Аллахом, то есть быть безгрешным, праведником. Иначе как тот, кто сам грешен, может заступаться за других грешников? Во-вторых, известно, что не всякий имеет доступ к всемогущему Аллаху. Поэтому тот, кто сможет заступаться за других, должен иметь доступ к Всевышнему Аллаху, то есть быть приближенным к Аллаху. В-третьих, он должен быть живым пред Аллахом, то есть не мертвым, так как мертвые находятся в царстве мертвых, а не среди приближенных к Аллаху. Иначе как тот, кто сам мертв, может заступаться пред живым Аллахом? И, пожалуй, немаловажным будет тот факт, что сам Аллах должен позволить
этому некто заступаться пред собой за грешных людей? Кто может заступаться за нас без позволения самого вершителя судеб человеческих Аллаха, как об этом говорит Коран? К этому моменту любой здравомыслящий человек поймет, что перечисленные здесь требования чрезвычайно высокие. Кто из живущих или живших на земле людей может сказать, что он абсолютно чист пред Аллахом, приближен к Нему, является живым пред Аллахом и имеет разрешение самого Аллаха заступаться за других? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к Писаниям Всевышнего Аллаха. Если внимательно читать Слово Аллаха, как Коран Карим, так и предыдущие Писания, Таурат, Забур, Писания пророков и Инжил, то можно увидеть, что в истории человечества была одна личность, которая удовлетворяла всем этим требованиям. Например, в суре Марьям Корана есть такой аят. Он, ангел Джабриил, сказал Марьям: «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». О каком мальчике здесь идет речь? Из самого Корана и Инжила ясно, что ангел Джабриил приходил к Марьям, матери пророка Иса, возвестить ей радостную весть о рождении у него этого пророка. Таким образом, Коран и Инжил с самого начала говорили, что пророк Иса является чистым пред Аллахом. Инжил также говорит, что пророк Иса не знал греха, то есть не совершал грехов, потому что не знавшего греха он, Аллах, сделал Иса для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Аллахом. Таким образом мы видим, что пророк Иса удовлетворяет первому требованию. Слово Аллаха говорит, что он был чистым и безгрешным пред Аллахом. Смотрим дальше. Сура Аль-Имран Корана свидетельствует, что пророк Иса является приближенным к Аллаху. Вот сказали ангелы: «О Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Мессия, то есть Масих, Иса, сын Марьям. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни, и будет одним из приближенных». Вот как Инжил подтверждает это, указывая на то, что пророк Иса сейчас находится по правую руку от Аллаха. Этой же силой Всевышний Аллах произвел действие и в Масихе, то есть в Иса, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах. Таким образом, из этих аятов слова Аллах ясно видно, что пророк Иса удовлетворяет второму требованию заступничества пред Аллахом за людей. Он приближен к Аллаху, более того, является его правой рукой, и это дает ему возможность ходатайства, то есть заступаться за нас, которые в настоящее время отделены от Аллаха. Далее, Коран и предыдущие Писания свидетельствуют, что пророк Иса сейчас живой. Аллах воскресил его из мертвых, и поэтому он в настоящее время стоит пред Аллахом и уже сейчас может заступаться за всех тех, кто верит ему. Вот как в суре Марьям Корана говорится об этом. Услышав их речь, Иса с дозволения Аллаха сказал: «Пусть будет мир мне в тот день, когда я родился, пусть будет мир мне в тот день, когда я умру. Пусть будет мир мне в тот день, когда Аллах воскресит меня». Инжил во многих аятах подтверждает воскресение пророка Иса. Об этом свидетельствует ближайший ученик Иса Петир, который видел все это своими глазами. И вот Аллах воскресил Ису, и мы все этому свидетели. Таким образом, мы видим, что пророк Иса удовлетворяет и третьему условию. Он является живым в настоящее время. А что говорят Писания Аллаха насчет четвертого требования? Где мы видим, что Аллах позволил пророку Иса заступаться за людей? Об этом ясно говорится в Инжиле, книге, данной самому пророку Иса. В послании к Яхудеям книги Инжил говорится, что Аллах сделал пророка Иса своим имамом, то есть священником. А одной из функций любого священника является заступничество пред Аллахом за своих людей. Вот как Инжил говорит об этом. А Иса жив вечно, и его священство тоже вечно. Поэтому он в силах полностью спасать тех, кто благодаря ему приходит к Всевышнему, то есть к Аллаху. Он всегда жив и всегда ходатайствует, то есть заступается за них. Коран Карим также свидетельствует, что из всех пророков Аллах наделил именно пророка Иса особой миссией, выделив его из числа других пророков посредством укрепления его Святым Духом. С какой целью Аллах это сделал? Как было видно из Инжила, для заступничества за людей пред собой. Таковы послания. Одним из них мы отдали предпочтение пред другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах. А некоторых из них Аллах возвысил до степеней. Мы даровали Исе сыну Марьям ясные знамения и поддержали его Святым Духом. Более того, как хадисы, так и предыдущие Писания говорят, что Аллах назначил пророка Иса не просто быть заступником за людей, но и доверил ему вести этот самый последний суд. Вот как об этом говорит Инжил. Было время, когда Всевышний Аллах принимал в расчет людское невежество, но сейчас Он повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости, и уже избрал человека, который будет судьей.
Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Таким образом, на основе свидетельств всех книг, данных человечеству Аллахом, мы видим, что достойным заступником за людей пред Аллахом с позволения самого Аллаха является пророк Иса, называемый Мессией, то есть Масихом. Только пророк Иса удовлетворяет всем тем высочайшим требованиям, которые необходимы для эффективного заступничества за людей пред справедливым и святым Творцом Вселенной Аллахом. Поэтому, дорогой слушатель, задумайтесь над этим. Вы сами никак не сможете ответить за свои грехи пред святым Аллахом. Ваша единственная надежда, что живой пророк Иса, приближенный сейчас к Аллаху, заступится за вас пред самим Творцом Вселенной. А для этого надо принять и поверить в то, что пророк Иса сделал для вас. А именно, что он с позволения Аллаха принял на себя наказание за ваши грехи, быв умерщвлен, когда еще находился на земле. Но согласно написанному в Коране и Инжиле, Аллах воскресил его из мертвых и поставил по правую руку от себя, чтобы он мог заступаться за каждого, кто поверит в него и примет его жертву. Более подробно вы можете узнать об этом в книгах Аллаха, пришедших до Корана, которые можно найти по ссылке на экране. Да спасет вас Аллах от своего гнева посредством заступничества пророка Иса и направит на его прямой путь. Аминь.